В срочном порядке сегодня Бог пришел с шокирующими новостями о человеке, который собирается уйти навсегда. Крайне важно немедленно предотвратить это. Ангелы предупреждают, что женщина планирует месть в вашей жизни. Если ты проигнорируешь это сообщение, ты останешься в неведении и столкнешься с серьезными последствиями за сегодняшнее неправильное решение, сын мой. Враг задумал что-то темное, что произойдет сегодня вечером в вашей жизни. Поэтому крайне важно, чтобы Бог принес избавление. Иначе тебе придется снова идти сквозь тьму, а это невыгодно, сын мой. Бог предупреждает вас, что вы совершаете ежедневную ошибку, оставаясь рядом с этим человеком, что приведет к множеству проблем, и если вы не прекратите этот цикл как можно быстрее. Бог принес это глубокое послание, потому что у Него есть что-то чудесное, чем можно поделиться, что-то, что вам нужно испытать и узнать о Его благословениях. Вот почему Он выбрал вас, чтобы улучшить свой путь. Оставьте комментарий 8383, чтобы помолиться о том, чтобы момент осознания наступил вскоре после того, как Бог устранит всю боль и чувство неудачи из вашей жизни. Сегодня присоединяйся ко мне с любовью, сын мой. Бог обеспечит вашу жизнь, и каждому, кто когда-либо сомневался в вашей вере в Бога, придется аплодировать победе, которая скоро придет. Ангелы с нетерпением ждут, потому что завтра в вашей жизни будет светлый день со значительными достижениями для вас. Не упусти эту возможность, сын мой. Бог обещает сделать для тебя все возможное в твоей жизни, поскольку сегодня ты будешь озарен освобождающими руками Божьими. Пожалуйста, сын мой, ангелы предупреждают, что твой путь может стать трудным, когда благословения начнут материализоваться. Вы почувствуете, что никогда не одиноки, и Бог будет вашей величайшей силой. Напишите 3434, чтобы привлечь в свою жизнь множество благ и чтобы все обстоятельства, которые враг пытается создать на вашем пути, чтобы вас сбить, не увенчались успехом. Бог откроет фазу, в которой все, что вы решите сделать, будет благословлено великим процветанием. Не упустите эту уникальную возможность, поскольку уход может привести к тому, что вы потеряете ее навсегда. Всегда говорите: «Пожалуйста», враг стремится разрушить одну из ваших величайших мечтаний, и чтобы избежать этого разочарования, желательно, чтобы вы продолжали двигаться вперед. Оставайтесь с нами, в ближайшие 20 минут будут сделаны некоторые открытия. Бог исполнит многие обещания, и над вашими врагами вы одержите много побед в своей жизни. Когда бы вы ни нуждались в Нем, Бог будет здесь, чтобы гарантировать вашу защиту и быть вашей силой. Сегодня сильнейшие ангелы Господни освободят от смерти человека, которого вы больше всего любите. Поэтому оставляйте лайк, пока не поздно и вы не упустили это избавление от Бога. Напишите 5656, чтобы все члены вашей семьи, обманутые многими грехами, также были спасены в объятия Божие. Бог поставит вас в новое положение, где произойдет много чудес, принеся с собой новый прорыв. Когда вы меньше всего этого ожидаете, вы станете успешным человеком. Тебе просто нужно исправить то, что происходит сегодня, сын мой. Ангелы утверждают, что вы гораздо сильнее, чем вы себе представляете, и с сегодняшнего дня в вашей жизни начнутся великие дела, поскольку все зло будет облечено справедливостью Божией. Это может занять время, но оно никогда не потерпит неудачу.
Враг, ответственный за зависть, ложь и другие грехи, развращающие даже верующих, сегодня будет уничтожен. Поэтому он сохраняется до конца. Сегодня Бог вмешивается в ваши путешествия, удаляя всех людей, которые пытаются воспользоваться вами тем, чем вы обладаете, а затем отказываются помочь. Крайне важно избегать такого типа дружбы, сын мой. Напишите: «Господи, обнови мою энергию сегодня». Господи, даруй внутренний мир и хорошее здоровье на моем пути. Пусть моя духовная жизнь останется далекой от конфликтов, которые пытаются спровоцировать новый дисбаланс. Ангелы указывают на то, что кто-то из членов вашей семьи до 30 ноября получит значительную сумму денег. Это совпадет с появлением новой возможности трудоустройства. Делиться. Бог стремится сделать что-то великое в вашей жизни, чтобы все вокруг вас признали, что вера способна преодолевать трудности. Есть печальные новости и ужасная ситуация, которая может произойти сегодня вечером. Чтобы этого не допустить, предлагаю вам поставить лайк и не игнорировать это сообщение в поисках решения, пока еще рано. Бог утверждает, что если вы открыты для получения Его благословений, на этой неделе откроется новая дверь, восстанавливающая все ваши отношения. Оставьте комментарий 8888, чтобы попросить, чтобы на вашем пути произошло множество чудес, указывающих направление, когда вы чувствуете себя потерянным. Ангелы сообщают, что у них есть печальные новости, но через это сообщение вы можете найти истинное лекарство, которое многие ищут для здоровой жизни. Бог подчеркивает необходимость доверять Его Слову, чтобы развивать смелость в своей жизни. Благодаря этому сообщению вы нашли важный момент утешения и руководства, которые будут включены в вашу жизнь в будущем. Ангелы указывают на то, что до 30 ноября в вашей жизни произойдет великое чудо, обеспечивающее изменение вашей финансовой реальности. Это позволит вам стать свидетелем величия божественной благодати. Оставьте комментарий 3636, чтобы попросить о реализации одной из значимых частей ваших благословений, гарантирующих многообещающее будущее, полное прогресса. Бог обещает сегодня принести огромное благословение на ваш путь, наполняя ваши дни светом. Трудности будут преодолены твердой верой. На этой неделе враг попытается причинить ущерб, но Бог готов защитить вас от задуманных планов. Бог очистит всю вашу энергию, предоставив вам достаточно здоровья для достижения ваших целей. Свыше Господь принесет в вашу жизнь свет, который никто не сможет погасить. Сегодня лекарство от всех ваших болезней уже в поле зрения. Бог решит одну из ваших самых больших проблем, позволяя вам рассчитывать на время, необходимое для достижения цели. С этого момента Бог обеспечит жизнь, полную надежды, сохраняя ваш талант против проблем, которые попытается навязать враг. Они потерпят поражение, если вы останетесь твердыми до конца. Напишите 7171, чтобы подтвердить, что все члены вашей семьи благословлены, включая следующие поколения. В противном случае с вашей стороны было бы мудро остаться до конца. Ангелы предупреждают о человеке, который работает с вами, замышляя что-то вредное. Поэтому крайне важно, чтобы вы связались с ней как можно быстрее. Это не шутка. Если ты не сделаешь это как можно скорее, может быть слишком поздно, сын мой.
Бог велит вам открыть перед этой женщиной необходимость открыть глаза, так как в вашей жизни может случиться что-то ужасное. Это большая трагедия позволить ей остаться в кругу твоих друзей. Если вы хотите узнать, кто это, пожалуйста, оставьте свой лайк. Бог жаждет превратить вас в нового человека, где вы оставите в стороне все пристрастия и отправитесь в путешествие, где с этого момента все начнет работать в вашей финансовой жизни. Оставьте комментарий 7878, чтобы попросить, чтобы ваша финансовая жизнь была процветающей, сохраняя силу воли, которую Бог сегодня направляет на ваш путь, уникальным и всеобъемлющим образом. Ангелы разочарованы в ком-то из вашей семьи. К сожалению, грех вошел в ваш дом, и этот человек завидует вам. Вам необходимо сообщить об этом как можно быстрее. Враг сделает все возможное, чтобы отвлечь ваше внимание от этого сообщения, и поэтому вам необходимо будет проявить твердость в вере, распространив это сообщение в каждой группе. Вскоре Бог поделится информацией о ком-то, кто пытался вам отомстить. Поэтому крайне важно, чтобы вы оставались до конца, чтобы предотвратить любое зло, запланированное от вашего имени. Ангелы указывают, что в ближайшие 22 часа к тем, у кого верное сердце, придет значительное финансовое благословение. Мир Господень ежедневно мотивирует их упорствовать. Бог привел вас сюда сегодня, чтобы произнести прекрасные и ободряющие слова, рассеивающие боль, которая раньше доминировала в вашем сердце. Ваши тревоги рассеются. Напишите 5252, чтобы подтвердить, что ваша семья тоже находится на этом новом пути и что вы будете человеком ценностей. Продолжайте сражаться, и победа будет за вами. В следующие несколько минут вы обретите благословение, которое украсит ваш день и устранит препятствия на пути к вашей мудрости. Бог обещает вести вас, открывая факты, превосходящие ваше воображение. Минута радости сохранена, нужно только иметь веру, чтобы Господь предоставил необходимые ресурсы. Ангелы указывают на то, что кто-то хочет занять ваше место. Вкус подтвердит смерть, которая может коснуться кого-то из членов семьи. Слушайте божественное вмешательство. Бог хочет устранить беспорядки, посвятите себя слушанию. Грехи мешают, негативные энергии рассеются. Попасть сюда имеет решающее значение, положительные энергии возьмут контроль. Комментарий 8585 для подтверждения финансовых резервов до ноября. Завтра будет особенным. Бог открыл попытки смерти. Слушайте, чтобы избежать темноты. Ангелы указывают на освобождение от смерти. Спасибо с удовольствием. Бог поделился обещанием великого плана, который изменит вашу жизнь в этом году и принесет процветание. Он призывает вас оставаться твердыми до конца, веря в реализацию этой цели. Просят, сталкиваясь с трудностями, не сдаваться, потому что цель, которая направляет вашу жизнь, замечательна. Комментарий 3636, чтобы выразить желание продолжать. Непрестанно продвигаясь к своим целям, ангелы предупреждают о негативных духовных влияниях, стремящихся окутать вас. Они рекомендуют вам избавиться от них, прежде чем они станут вредными. Они подтверждают важность всегда полагаться на Бога, чьи руки всегда протянуты, и предлагают помощь в трудные времена. Эта уверенность жизненно важна для преодоления невзгод.
Комментарий 23, чтобы укрепить свою дружбу с Богом, сохранив ее нерушимой. Бог обещает явить свою благодать удивительными способами в вашей жизни, принеся радость и финансовое изобилие. Ангелы побуждают вас двигаться вперед, напоминая о вашей уникальной цели. Слава Богу, потому что Он уже поднял вас в прошлом и теперь здесь, чтобы спасти вас в настоящем. Оставайтесь твердыми в своей вере, следуя руководству ангелов до конца. Комментарий 7676, чтобы показать, что вы научились уделять приоритетное внимание Богу и семье, укрепляя свой фундамент. Бог хочет вытереть ваши слезы, даруя новый момент победы. Углубляйте свою связь с Ним, признавая Его важность в вашей жизни. Продемонстрируйте понимание того, что, почитая имя Бога, вы обретете мир и изгоните страдания. Комментарий 3939, чтобы попросить дальнейшего процветания, сохранения ваших сил и веры в Бога. Ангелы советуют мечтать и стремиться к постоянному улучшению жизни, оставляя пороки и становясь сильнее в присутствии Бога. Бог утверждает, что находится в авангарде, готовый совершить что-то великое. Укрепите свою веру, оставив вкус, гарантируя, что вы не потеряете ни одного из упомянутых благословений. Покажите, что вы понимаете, что Бог должен быть на первом месте и что важно заботиться о семье. Ангелы ожидают мирной ночи и пробуждения с великой победой. Они предупреждают о зависти, пагубном грехе, просят заботы в отношениях. Комментарий 5959 просит о днях победы и труда, сохраняя уверенность в том, что Бог рядом с вами, преодолевая любые препятствия. Бог глубоко знает каждый аспект вашей жизни, понимая трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Он призывает вас к настойчивости, поскольку сверху наблюдает за каждой деталью и может направить вашу жизнь к решениям, которые полностью определят ваше будущее. Ангелам было видение, что все ваши слезы станут частью прошлого, уступая место светлому будущему, предусмотренному Богом. Мы надеемся, что этот день стал для вас новым началом и что ваше путешествие продолжится вместе с настоящими людьми, которые предлагают вам настоящий комфорт. Поддерживайте постоянное общение с Богом, всегда сохраняя веру. Бог подчеркивает важность того, что вы зашли так далеко и продолжаете двигаться вперед до конца, чтобы благословения могли проявиться в вашей жизни, устранив страдания прошлого. Комментарий 6565, чтобы попросить Бога выйти на передний план и стать свидетелем чего-то удивительного, что принесет еще больше мира и гармонии. Ангелы предупреждают о необходимости осторожности в отношении дружеских отношений, поскольку не каждый является настоящим другом. В следующие несколько минут откроется божественная слава. Бог объявляет, что в ноябре вы получите подарок, возможно, дом своей мечты. Будьте сильными и внимательными к каждой минуте этого сообщения. Подчеркивается, что никогда не следует думать о том, чтобы сдаться, поскольку это покажет слабость. Соблюдайте тишину, чтобы враг не смог расшифровать ваши планы. Бог поставит на вашем пути кого-то, кто будет искренне любить вас, принося дни нового счастья. Враг будет побежден во всех аспектах вашей жизни, что позволит вам продолжать, не опасаясь опасности, поскольку Господь – ваш пастырь. Бог всегда на вашей стороне, гарантируя, что сияние тех, кто останется верным, не потускнеет.
Истинные последователи будут иметь доступ к божественным благословениям. Ангелы рекомендуют ежедневное общение с Творцом, подчеркивая, что отныне ничто не будет мешать вашей главной цели – поиску спасения по благодати Господней. Последняя просьба – не отступать до последнего шума, поскольку приобретенная вами сила продолжает расти. Бог привнес в вашу жизнь новые ожидания, чтобы показать, что вы никогда не были одиноки, и это лишь вопрос времени, когда вы снова найдете свой путь, став целью бесчисленных благословений и оставив боль прошлого позади. Приготовьтесь особенно для себя. Пришло время, когда я изолью невообразимые чудеса в вашу жизнь, преобразуя ваш путь так, что превосходит пределы вашего понимания. Я понимаю вашу боль из-за трудностей, с которыми вы столкнулись. Я всегда присутствую, даже в те моменты, когда ты сомневаешься в моей справедливости перед лицом того, что с тобой происходит. Поймите, что мир, который вы создаете, сложен и полон загадок, недоступных вашему человеческому пониманию. Справедливость, которую я предлагаю вам, выходит за рамки того, что вы воспринимаете ежедневно. Страдания, боль и трудности, с которыми вы сталкиваетесь, часто являются результатом вашего выбора, обстоятельств и ограничений этого мира. Если вы решите быть рядом со мной, вы будете процветать. Верьте, что каждое испытание приносит с собой возможность для роста, обучения и укрепления вашей веры. То, что сейчас может показаться несправедливым, является частью более великого плана, который находится за пределами вашего понимания. Не бойтесь задавать вопросы, но знайте, что я с вами на каждом этапе пути. Даже если ты не до конца понимаешь, моя любовь к тебе безусловна, и моя справедливость восторжествует. Оставайтесь твердыми в этом послании до конца, и вы увидите, как в вашей жизни произойдет чудо. Вы увидите цель каждого мероприятия. Поверьте мне, ведь я всегда рядом с вами, готов защитить и направить вас. Напишите 7575, чтобы подтвердить свою веру в Слово Господа, Бога вашего. Вы собираетесь стать свидетелем величия моей любви и моей силы. Планы, которые я изложил для вас, включают чудеса, превосходящие ваши самые смелые мечты. Не бойтесь, я здесь, чтобы проявить необыкновенное в вашем путешествии. Проблемы, с которыми вы столкнулись, были всего лишь подготовкой, тренировкой к величию того, что должно произойти. Ваша вера и настойчивость не были напрасны, они были подобны фундаменту, закладывающему фундамент для чудес, которые ждут вас в этот день. Верьте в необыкновенное, в перемены и возрождение. Я готов открыть двери, которые были закрыты, устранить препятствия, которые казались непреодолимыми, и даровать благословения, превосходящие все ожидания. Напишите 5252, если готовы принять все изменения в своей жизни. Вера, которую вы сохранили даже в самые трудные времена, теперь будет вознаграждена. То, что казалось невозможным в твоих глазах, станет возможным благодаря моей благодати и божественной силе. Примите эти чудеса с благодарностью, зная, что они являются выражением моей любви к вам. Я с вами, направляю вас и благословляю каждый ваш шаг. Сегодня начало нового этапа, путешествия, полного чудес, который покажет величину моей любви к тебе. Держите свое сердце открытым, свой разум восприимчивым и свою веру непоколебимой, ибо я собираюсь творить чудеса, которые навсегда изменят вашу жизнь.
Те, кто причинил вам боль, пренебрег вами и унизил вас, найдут мою силу, которая поддерживает раненое сердце. В часы твоего страдания и в пролитых тобой слезах я был и остаюсь с тобой, защищая тебя теплом моей безусловной любви. Не нужно вступать в феодальные споры с теми, кто сомневается в вашем путешествии. Доверьтесь моему руководству, поскольку я ваш непоколебимый источник поддержки. Что касается друзей, которые воодушевляют и ободряют вас, помните, что Отец, Сын и Святой Дух готовы быть рядом с вами. Хотя человеческое общение ценно, ваша высшая сила и мотивация исходят от Божественного. Доверьтесь этой истине и избавьтесь от зависимости от тех, кто может пошатнуться. Сегодня ответственный день. Почувствуйте энергию перемен, которая возникает в вас. Трансформация разума и духа по мере того, как ваши мечты постепенно материализуются. Ты знаешь, что время соответствует моему идеальному плану. Дышите глубоко, ведь вас любят, направляют и поддерживают безоговорочно. Наблюдайте за красотой этого момента, когда тяжесть мира поднимается и чувство легкости наполняет ваше существо. Представьте, что эта легкость продвигает вас вперед, готовых к успеху и победе над трудностями. Штормы, которые угрожали вам, теперь заменены победой в ваших руках. И пока ты стоишь твердо, помни, что я люблю тебя глубоко и безоговорочно. Посреди жизненного хаоса я здесь, чтобы направлять вас, облегчить ваше бремя и наполнить ваше сердце покоем. Вы не одиноки в этом путешествии, я с вами на каждом этапе пути. Иисус учит просто и мощно. Иисус хотел, чтобы все знали, что, почитая Его, они чтят Его Отца, пославшего Его. Он сказал: «Послушай, если ты поверишь в Меня и в того, кто Меня послал, ты получишь вечную жизнь. Вы не будете судимы, но перейдете от смерти в жизнь». Он сказал им, что скоро даже те, кто ушел из жизни, услышат Его голос и оживут. Подобно тому, как Отец имеет в себе жизнь, Он дал мне силу дать жизнь, и у Меня есть власть судить, потому что я здесь, чтобы исполнять волю пославшего Меня, а не свою собственную. Иисус объяснил: «Я не могу делать что-то сам. Я сужу согласно тому, что слышал, и мое суждение справедливо только потому, что я здесь, чтобы исполнять волю того, кто Меня послал. Моего собственного свидетельства недостаточно, есть другой, который свидетельствует обо мне, и то, что он говорит, правда». Он напомнил им свидетельство Иоанна Крестителя, но сказал: «Я не полагаюсь на человеческие свидетельства. Я говорю вам это, чтобы вы могли спастись». Иоанн был ярким светом, но мое свидетельство еще больше, потому что мои действия доказывают, что Отец послал Меня. Затем Иисус открыл, что у Отца есть больше свидетельств о Нем, но они никогда не слышали Его голоса и не видели Его формы. Верьте, потому что они не приняли того, кого Он послал. Верьте в жизнь, которую предлагает Иисус, вечную жизнь. Иисус сказал, что никто не приходит ко Мне, если Отец не привлечет их. Все, кто научен Богом и кто слушает, приходят ко Мне. Те, кто они верят, имеют вечную жизнь. Иисус – источник жизни и света. Иисус провозгласил: «Я хлеб жизни». Ваши отцы ели манну и умерли, а кто будет есть мой хлеб, тот будет жить вечно. Позже Он сказал: «Изнутри того, кто верит в Меня, потекут реки живой воды». Он говорил о Духе, который придет после Его прославления.
Учение свободы и света. Иисус встал и заявил: «Я свет миру. Если вы последуете за Мной, вы не будете ходить во тьме, но в свете жизни». Фарисеи бросили Ему вызов, заявив, что Его показания недействительны. Иисус ответил: «Я свидетельствую о себе, и то же самое делает Отец, пославший Меня». Иисус обратился к Своим ученикам, сказав: «Если вы продолжите следовать Моим учениям, вы познаете истину, и истина освободит вас. Если вы попали в ловушку греха, Я могу сделать вас по-настоящему свободными». Сострадательный целитель и пастырь. Однажды Иисус встретил человека, слепого от рождения. Его ученики спросили, почему он слеп, и Иисус объяснил, что это возможность для Божьей работы засиять. Иисус называл себя светом, пока был в мире. Иисус говорил о пастырях и овцах, говоря: «Я – дверь в овчарню. Те, кто войдут через Меня, будут в безопасности. Я – добрый пастырь, который заботится об овцах. Я полагаю жизнь свою за них и знаю их. Мои овцы, они слышат Мой голос, и никто не может похитить их из Моей руки. Отец и Я одно. Жизнь побеждает смерть, воскресение». Иисус утешил скорбящую сестру, сказав: «Я есть воскресение и жизнь. Тот, кто верит в Меня, будет жить, даже если умрет». Когда Иисус увидел гробницу, Он приказал Лазарю выйти, и тот вышел живым. Это показало власть Иисуса над жизнью и смертью. Закройте глаза и позвольте себе увлечься этими успокаивающими словами из книги Иоанна. Представьте себе спокойную сцену, пышный луг, залитый мягким солнечным светом, где легкий ветерок шелестит листьями, а утешительный голос Иисуса направляет ваши мысли. В 10 главе Иоанна Иисус говорит о пастыре, защитнике, который с любовью и заботой заботится о своих овцах. Представьте себя посреди стада мирных овец, окруженного охраной любящего пастыря. Слушая, представьте себе успокаивающее присутствие доброго пастыря, который проведет вас через жизненные трудности и приведет к мирным пастбищам. Продолжайте читать главу 11 и визуализируйте сцену восстановления и обновления. Точно так же, как Иисус вернул Лазаря к жизни, почувствуйте, как омолаживающая сила этих слов течет через вас, принося жизнь в каждый уголок вашего существа. Визуализируйте сад цветущих цветов, символизирующий обновление вашего духа и надежду на новые начинания. Теперь, в главе 12, позвольте словам окутать вас, как нежные волны на безмятежном берегу. Представьте себя купающимся в теплом золотом свете, окруженным чувством любви и принятия. Отпустите тревоги и сомнения и наслаждайтесь объятиями этих вечных истин. Отдыхая, помните, что точно так же, как Иисус знал Нафанаила под смоковницей, Он знает вас близко, и Его любовь к вам безгранична. Почувствуйте мир, который приходит от осознания того, что вас охватывает любовь, превосходящая всякое понимание. Подобно женщине у колодца, позвольте себе глубоко напиться из живого источника воды, который предлагает Иисус. Представьте себя рядом с чистым, спокойным ручьем, пьющим из этой живительной воды, освежающей душу. Исцеление расслабленного напоминает нам, что через Иисуса мы можем преодолеть свои ограничения. Представьте, что вы стоите прямо и свободно, уверенно идя к светлому будущему, освобожденному от груза забот и страхов. Сейчас, среди суеты жизни,
пусть эти слова отзовутся в вашем сердце мягкой мелодией. Визуализируйте мирный сад, где ваша душа обретает покой, укрывшись под крыльями Всевышнего. Дорогой, Небесный Отец, хотя сомнения затуманивают мой разум, мое сердце жаждет связи с Тобой. Веди меня по пути веры. Мое глубочайшее желание – почувствовать ваше присутствие, ощутить вашу любовь и погрузиться в ваш покой. Во имя Иисуса молюсь. Аминь. С верой в силу своего видения невозможное становится достижимым. Ваш Святой Дух настойчиво направляет ваше внимание, отгоняя негативные мысли, вызывающие уныние. Ваши просьбы и молитвы услышаны, демонстрируя веру в действие. Сдержитесь моего слова, примите мои обещания и провозгласите их вслух. Освободите свою веру, потому что я понимаю ваши нужды. Сохраняйте бдительность, поскольку ваш противник пытается подорвать вашу веру своими заботами и отвлекающими факторами. Не обращайте внимания на тех, кто ставит под сомнение вашу веру, ее не обязательно доказывать. Твое сердце чисто и соответствует мне. Те, кто причинил боль, игнорируя вашу ценность и попирая ваши чувства, увидят перед собой величину моей справедливости и моего милосердия. Речь идет не о мести, а о равновесии, которое исходит от жизни. В своих слабостях вы найдете стойкость, которую дает моя поддержка. В своей боли ты найдешь сострадание, исходящее от моего присутствия. Вместо унижения вас ждет превознесение тех, кто несет в себе вашу истинную сущность. Оставайся стойким на своем пути, потому что моя сила – это твоя сила. Вместо отчаяния вы обретете надежду, которая никогда вас не покинет. Вместо отвержения вы обретете любовь, которая всегда вас приветствует. Не позволяйте тени ненависти или обиды затмить сияние вашей души. Моя сила не в том, чтобы наказывать, а в том, чтобы предложить искупление, превратить боль в мудрость, разочарование в рост и печаль в сострадание. Путь тех, кто причинил тебе боль, не твоя забота, поскольку каждый несет свой крест. Двигайтесь вперед со светом любви в своем сердце и мудростью, исходящей из истинной цели вашего существования. Всегда помните, что моя сила – это ваша сила, фундамент, на котором вы поднимаетесь перед лицом трудностей. Стойте твердо в своей вере, ибо моя справедливость восторжествует, и моя благодать поддержит вас. Эта неделя обещает стать путешествием вверх, которое приведет вас к новым высотам. Бог посылает вам новые возможности, благословения, новые связи, блестящие идеи, целительную энергию и необыкновенную удачу. И это касается не только вас, вашей семье также суждено пережить триумф и прогресс. Бог готов выполнить обещания, которые Он дал вам, и разорвать цепи, которые вас удерживали. Иисус сказал: «Когда все будет готово, я приду за тобой, чтобы ты всегда был со мною». Иоанна 14:3. Когда вы больше не знаете, о чем еще просить в своих молитвах, позвольте Богу услышать ваше сердце. Я добрый пастырь. Бог всегда готов помочь, когда ты сделал все, что мог, и больше не можешь этого терпеть. Продолжайте молиться и будьте терпеливы в идеальное Божье время. Он слушает тебя и никогда не забывает тебя. Сохраняйте позитивный настрой и верьте, что все работает вам во благо. Вы никогда не одиноки в своей борьбе, Бог всегда рядом с вами. Бог сообщает, что приближаются значительные перемены,
ведущее вас к вашей судьбе. Благословение уже в пути, и вот-вот откроется новая дверь, которая положит конец нынешним испытаниям. Волна возможностей и благословений уже в пути. Сохраняйте веру, ведь ваши молитвы услышаны. Введите 7878, чтобы принять это сообщение. Когда я молюсь, я не просто прошу Бога исправить ситуацию, я прошу Его о руководстве, чтобы увидеть ситуации с Его точки зрения. Аминь. Когда Бог рядом с тобой, не имеет значения, кто противостоит тебе. Я молюсь за всех, кто читает эти слова, чтобы Бог исцелил раны в их жизни. Я не знаю, кому нужно это услышать, но подождите, пока вы не увидите чудеса, которые Бог приготовил для вас. Он услышал ваши молитвы, поэтому продолжайте молиться и наберитесь терпения. Когда придет подходящее время, Бог сделает все возможным. Доверьтесь Богу, ведь Он способен все изменить. Вам не придется решать свои проблемы в одиночку, ведь я всегда рядом с вами. Бог советует нам молиться, когда мы обеспокоены, злы или счастливы. Молитва имеет огромную силу. Утром я молюсь Богу: «Дорогой Бог, спасибо, что не оставил меня там, где нашел. Я благодарен за то, что вы прошли со мной через взлеты и падения каждого дня. Я знаю, что сегодняшний день не будет исключением. Ты никогда не покидал меня. Господь, пожалуйста, успокой мой разум сегодня. Тревога не возобладает, растерянность не будет иметь силы, а отсутствие самоуважения не будет царить. Вы уже все победили. Спасибо за то, что позволили мне быть получателем вашего света и открытых путей там, где их нет. Я благодарю вас за ваше присутствие во имя Иисуса. Аминь. Бог приносит трансформацию и готов превзойти ваши ожидания. Когда вы превращаете свое беспокойство в поклонение, Бог превращает вашу борьбу в благословение. Используйте «спасибо», чтобы согласиться на это действие. Бог призывает вас каждый день поддерживать к себе высокие стандарты. Ваша семья, друзья и коллеги обращаются к вам за советом. Поднимите атмосферу во всех местах, где вы часто бываете. Дорогой Небесный Отец, я хочу поблагодарить Тебя за то, что Ты не обращаешь внимания на мои недостатки и любишь меня безоговорочно. Пожалуйста, прости меня, когда я перестану любить других так же. Помоги мне увидеть трудные нужды людей в моей жизни и покажи мне, как удовлетворить эти нужды так, как угодно Тебе. Эта неделя будет полна чудес только для вас. С понедельника по воскресенье удивительные вещи произойдут во всех сферах вашей жизни. Я подтверждаю, что у меня есть вера, чтобы получить их. Господь Иисус говорит, что сейчас Он работает над тем, чтобы мощно изменить вашу жизнь. Когда вы отпустите свои заботы, это наполнит ваше сердце неописуемой радостью и поднимет вас из состояния дефицита к изобилию. Каждый день принесет возможности для успеха и обильного роста. Доверьтесь Ему и станьте свидетелем прекрасной трансформации в своей жизни. Примите дары, которые Он вам дает, и наблюдайте, как ваша жизнь превращается в паутину благословений. Во имя Его я молюсь. Аминь. Верьте в чудеса, которые происходят сейчас. Доверьтесь божественному вмешательству, и оно приведет вас к будущему, полному процветания, любви и удовлетворения.
Откройте свое сердце и разум, чтобы принять чудеса, которые вас ждут, потому что вам суждено стать величием. Отпустите свои действия и страхи, доверьтесь Ему, и Он будет сражаться в ваших битвах и успокоить одолевающие вас бури. Его присутствие приносит радость и покой, которые вы не можете полностью понять. Я утверждаю, что Бог присутствует в моей жизни. Иисус говорит: «Я слышу ваши молитвы и творю чудеса в вашей жизни». Он Бог, который может сделать невозможное, даже когда все кажется безнадежным. Поверьте в Его силу и станьте свидетелем невероятных чудес, исцеляющих ответов, прорывов и благословений, которые ждут вас в этом месяце. Ваша жизнь будет подобна красивой ткани, полной благословений. Вы испытаете хорошее здоровье, новые возможности и изобилие, которое вас удивит. Он верный кормилец и откроет двери рая, чтобы благословить вас в нужное время. Все, что вы делаете, будет благословлено, даже если вы чувствуете себя в ловушке. Помните, что для Него нет ничего невозможного. Спасение доступно всем, кто исповедует Иисуса Господом и верит в своем сердце, что Он воскрес из мертвых. Верьте своим сердцем и исповедуйтесь устами, чтобы получить бесплатный дар Его спасения. Да, я тот, кто выбрал тебя, чтобы ты стал богаче, здоровее и счастливее. Я был свидетелем того, что они с тобой сделали, как ты молча терпел это и как они пытались причинить тебе боль и уничтожить. Я знаю всех, но я защищал тебя и заботился о тебе. Я приготовил стол в присутствии твоих врагов. Это ваш сезон благословений, благосклонности и прорывов. Я вознагражу тебя за годы, которые у тебя украл враг, годы одиночества и насилия. У вас будет изобилие радости, мира, ресурсов и возможностей. Я понимаю, что ты несешь тяжелую ношу, чувствуя, что тяжесть мира лежит на твоих плечах. Вы можете чувствовать себя одиноким, но изложите все свои заботы передо мной в молитве, и я обеспечу вас. Я проложу для тебя путь и поддержу тебя. Помните эти 4 вещи. Во-первых, я проложу вам путь. Во-вторых, я веду ваши битвы. В-третьих, молитва – лучшее лекарство. И в-четвертых, доверяйте моему выбору времени, будьте терпеливы, мое время идеально. У меня для тебя запланировано нечто большее. Даже если вы физически и эмоционально истощены, вам следует двигаться дальше, рассказать мне о своих проблемах и пойти спать. Я проложу для тебя путь, я делал это раньше и сделаю это снова. Проснувшись, вы будете обновлены, отдохнули и готовы к новому дню. Может показаться, что происходит одно за другим, прежде чем вы успеете сделать перерыв. Я не всегда успокаиваю бурю вокруг тебя, но иногда я успокаиваю бурю внутри тебя. Не сдавайся, я укрепляю тебя так, как ты сейчас не видишь. Мы справимся с этим вместе, как всегда. Все будет хорошо, ведь ты у меня на ладони. Я вижу, что происходит, и я привел тебя сюда не для того, чтобы бросить тебя. Я собираюсь сделать что-то экстраординарное, что-то за пределами того, что вы можете себе представить. Я знаю, что ты устал, но не сдавайся, твой прорыв не за горами и переход в новый сезон. Самое мощное послание Бога на сегодняшний день заключается в том, что вас ждет прекрасное будущее. Чувствуйте себя в безопасности, зная, что у вас есть моя непоколебимая поддержка в любой ситуации.
Вы можете подойти с уверенностью и излить свою душу перед моим алтарем, потому что я здесь, чтобы удовлетворить ваши потребности, даже если у вас есть сомнения, даже если вы допустили ошибку, я останусь верен вам, я не оставлю вас. Мое присутствие окружает вас, где бы вы ни находились, и вы это почувствуете. Ваша кожа почувствует меня, и ваша душа получит уверенность, что я здесь с 1000 армий, готовых помочь вам. Я дам тебе победу над теми, кто пытается противостоять тебе, я дам тебе исцеление и уничтожу все болезни. Я дам тебе силу, чтобы, когда ты провозгласишь мое слово, силы зла были побеждены в твоей жизни, в твоей семье, в твоем здоровье, в твоих финансах, во всем, что находится под крышей твоего дома. Вы будете свободны и будете жить в победе. Ваш дом наполнится моим славным величием, и сверхъестественные чудеса будут происходить каждый день. Вы будете окружены хорошими людьми и будете благословлены своим прекрасным сердцем. Я прошу вас продолжать в том же духе, не возвращаться в страну неверия. Найдите меня, потратьте время на обучение и рост и наполнитесь моим Святым Духом, который изо дня в день будет раскрывать мою привязанность и любовь к вам. Получи мир, который укрепляет тебя, потому что ты мой любимый сын, и я всегда люблю тебя. Вы уже поблагодарили за еще один день жизни, но чего вы ждете? Вам ничего не стоит открыть губы и выразить свою благодарность своими словами. Я знаю твои потребности еще до того, как ты их выразишь, поэтому поверь мне, приходи ко мне и проведи со мной тихие минуты. Найдите минуты тишины и подумайте о том, за что вы можете благодарить каждый день, о своей жизни, своей семье, своем здоровье, воздухе, которым вы дышите, хлебе на вашем столе, крыше над головой, моей сверхъестественной защите вокруг вас. Дом и ангелы-воины, которые охраняют тебя. Есть так много причин чувствовать себя счастливым. У вас есть много прекрасных причин надеяться и знать, что ваша судьба в моих руках. Я всемогущий Бог, и я хочу исцелить вас, разорвать ваши цепи и уничтожить каждое проклятие и форму колдовства, которые обманули вас. В этой вселенной нет существа, человеческого или духовного, которое обладало бы большей силой, чем я. Небо и земля содрогаются перед моим голосом, и силы зла падают побежденными. Ты не один, мои руки окружают тебя, моя святость покрывает тебя, и сила моей крови защищает тебя день и ночь. Не будет больше печали и боли, не будет больше слез отчаяния. Примите этот мир и счастье, которые я предлагаю вам, преклоните колени, выразите свою благодарность и откройте свое сердце моей любви и чудесам, которые вам предстоит испытать. У меня для вас хорошие новости. Я разрешим каждую ситуацию, которая огорчает вашу душу. Я благословлю вашу семью, ваше здоровье и ваши финансы. Вы вступаете в период выздоровления. Будьте внимательны, потому что я буду направлять вас и давать указания для благополучного будущего. Я хочу, чтобы ты пришел ко мне, поверил в мое прощение и благодать и оставил свои страхи и беспокойства позади. Я хочу освободить тебя от душевных недугов и принести тебе исцеление с головы до ног. Вставай, собирай свои мечты и иди со мной. Я хочу отвести тебя на вершину священной горы, к месту победы. Ваши чувства преобразуются моим Святым Духом, и это благословение, которое я предлагаю вам, истина. Если вы верите в меня и мое вечное слово, вы не ошибаетесь.
Откройте свое сердце своему Небесному Отцу, который безмерно любит вас. Вы не одиноки, и вас очень любят. Приходите с уверенностью и покажите мне свою веру и благодарность. Ваша искренность – лучшие предложения, которые вы можете принести. Я хочу, чтобы ты пришел без страха, потому что я не отвергну тебя. Твои грехи прощены, и у тебя есть еще один шанс со мной. Ваша вера жива, и вы боретесь за жизнь. Вы свободны от мучений врага и вновь обретаете радость в жизни. В вашей душе все еще могут быть спрятаны вещи, которым необходимо выйти наружу, и это нормально. Приходите ко мне каждый день, чтобы найти силы и облегчить свое бремя. На душе твоей станет светло, и счастье наполнит тебя. У вас есть веская причина жить, и ваш возраст не является препятствием для обретения счастья. Вы являетесь благословением для многих, и попытки врага подрезать вам крылья и держать вас в плену обиды потерпели неудачу. Ваша вера активна, и вы находитесь на пути к исцелению. Вы открываете чудеса, и ваша жизнь меняется. Не расстраивайтесь из-за того, что тяготит ваш разум. Я здесь, чтобы позаботиться о тебе. Ваша вера и ваши молитвы имеют силу. Преклоните колени и выразите благодарность за свою семью, работу, здоровье и многочисленные благословения. Ты всегда можешь попросить, и я предоставлю, не бойся, потому что я люблю тебя и забочусь о тебе. Вас здесь глубоко любят, и есть только один путь войти и получить вечную жизнь, неприходящую радость и чистую, святую любовь. Вы можете прийти с уверенностью, независимо от вашей ситуации, вас здесь принимают, и я всегда люблю. Вы вернулись домой и находитесь на пути к новой благословенной жизни. Вас любят и восхищаются многими. Враг мучил тебя, но ты победил, и я рад, что у тебя есть уверенность поделиться со мной своими мыслями и чувствами. Вы на пути к счастью, но иногда есть вещи, которые все еще вызывают у вас беспокойство, и это нормально. Вы можете приходить ко мне каждое утро, чтобы обрести покой и силу. Есть дела поважнее забот, которые иногда тебя мучают, оставь свои страхи в моих руках. Я люблю тебя и забочусь о тебе, ты мой сын, и у тебя есть все, что тебе нужно. Примените свою веру в действие и почувствуйте себя хорошо. Вы всегда можете попросить, и я предоставлю, не бойтесь. Я здесь, чтобы слушать, любить и направлять вас на вашем пути к исцелению и выздоровлению. Псалом 18:6. Я воззвал к Богу моему о помощи, и Он услышал голос мой. Аминь. В этом стихе мы находим утешение и безопасность в силе молитвы. Это глубокое напоминание о том, что когда мы обращаемся к Богу в трудную минуту и искренне ищем Его помощи, Он не только слышит наши мольбы, но и отвечает на них. Аминь означает нашу веру и подтверждение того, что Бог внимателен к нашим мольбам. Это заявление о том, что мы доверяем Его любви и способности вмешиваться в нашу жизнь. Бог говорит: «Я никогда не причинял тебе боли, я не контролирую твои решения. Я дал тебе свободу воли, однако поговори со мной и попроси меня о помощи. Я исцелю тебя, я восстановлю тебя, я люблю тебя». В этой части освещаются фундаментальные аспекты наших отношений с Богом. Он не намеревался за нас страдать, но благодаря дару свободной воли мы принимаем решения, которые могут привести к боли.
Однако любовь Божия нерушима, Он приглашает нас относиться к Нему, искать Его исцеления и восстановления. В бесконечной любви Бога мы находим высший источник утешения и обновления. Иеремия 29:11. «Ибо я знаю планы, которые у меня есть для вас, говорит Господь, планы процветания, а не бедствия, чтобы дать вам будущее и надежду». Этот стих из Иеремии раскрывает намерения Бога относительно нас. Его планы полны благословений и возможностей для роста, а не вреда. Он хочет предложить нам будущее, полное надежд. Это напоминание о том, что даже если мы не понимаем пути Бога, мы можем доверять Его высшей цели для нашей жизни. Его видение выходит за рамки наших непосредственных обстоятельств, и Он организует события и изменяет сердце, чтобы они соответствовали Своей божественной воле. Мы не всегда понимаем Божьи методы, Его пути не всегда имеют для нас смысл, но мы должны понимать, что Бог видит общую картину. Эта мудрость подчеркивает смирение, необходимое для нашей веры. Иногда части Божьего плана не совсем вписываются в наше нынешнее понимание, однако этот стих призывает нас признать, что Божья перспектива намного шире, чем наша. Точно так же, как части головоломки должны идеально сочетаться друг с другом, чтобы сформировать полную картину, Бог управляет событиями и людьми способами, которые мы сначала не можем понять. Вы можете быть готовы к тому, что Бог приготовил для вас, но кто-то другой, кто будет в этом участвовать, еще не готов. Эта идея подчеркивает взаимосвязанность планов Бога. Время наших молитв совпадает с настроем других в более широком контексте нашей жизни. Богу, возможно, придется поработать над сердцем или ситуацией другого человека, прежде чем на наши молитвы можно будет получить ответ в гармонии с Его божественной волей. Чтобы жить с мирным, благодарным и удовлетворенным сердцем, вы должны научиться доверять Божьему выбору времени. Позвольте Богу сделать это по-своему, не пытайтесь добиться всего самостоятельно. Путь к внутреннему миру и удовлетворению лежит в подчинении Божьему времени. Это побуждает нас отказаться от стремления контролировать ситуации и манипулировать ими, и вместо этого поверить, что Божий план развернется именно так, как должен. Это доверие позволяет нам обрести покой, благодарность и удовлетворение даже в условиях неопределенности. Ваши молитвы будут услышаны, и они сделают это как раз вовремя. Это мощная гарантия того, что наши молитвы будут услышаны в назначенное Богом время. Это напоминает нам, что Бог никогда не опаздывает, и Его ответ всегда приходит именно тогда, когда это необходимо. Молитесь не до тех пор, пока Бог не услышит вас, а до тех пор, пока вы не услышите Бога. Эта фраза прекрасно подчеркивает ответный характер молитвы. Речь идет не только о выражении наших потребностей, но и о том, чтобы прислушаться к Божьему руководству и мудрости. Бог исправляет ту ситуацию, из-за которой вы беспокоитесь. Имейте веру, даже если вы думаете, что не сможете этого сделать. Это источник силы и надежды. Это побуждает нас верить в то, что Бог активно работает над решением наших проблем, даже когда мы не видим решения. Наша вера позволяет нам проявлять настойчивость и уверенно преодолевать трудности. Филиппийцам 3, 20-21. Но наше гражданство на небесах. И оттуда мы ожидаем Спасителя, Господа Иисуса Христа, который преобразит наше смиренное тело, чтобы оно стало подобным Его славному телу, силою, позволяющей Ему покорять все для себя.
Матфея 5, 3-12. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они назовутся детьми Божиими. Блаженны гонимые за справедливость, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда из-за меня люди будут оскорблять вас, преследовать вас и говорить против вас всякое зло, лживо. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, ибо так гнали пророков, бывших до вас. Знаешь, Он больше, чем все эти вещи, Он сильнее любой ситуации, с которой ты сталкиваешься. Он уступит вам дорогу. Поэтому сохраняйте надежду и верьте, что Он будет вести вас вперед. Избавьтесь от беспокойства, страха, стресса и боли. Получите Его мир, любовь, исцеление и благословение. Подтвердите со мной: «Я верю». Дорогой Господь, я умоляю Тебя от всего сердца и заявляю, что получу хорошие новости о том, чего я терпеливо ждал. Я верю, что Ты заставишь все сложиться в мою пользу, подготовив меня к внезапному прорыву и чуду, которое изменит мою жизнь. Я верю, что необходимое мне лечение и финансовое обеспечение уже в пути, даже когда это кажется невозможным. Я знаю, Ты откроешь мне путь, Ты откроешь невероятную дверь. Мои мечты сбываются, двери для меня открыты. Чтобы утвердить Вселенную молитвой веры и настойчивости, я испытаю изобилие, свободу, исцеление и насладюсь хорошими отношениями. Я знаю, что Ты готовишься обильно благословить меня, оказывая мне благосклонность в моей жизни, даже несмотря на испытания и трудности, с которыми я сталкиваюсь. Я знаю, что меня ждет великое благословение, которое изменит мою жизнь. Поэтому я не сдамся, какие бы трудности ни возникли, потому что знаю, что Ты всегда запланировал для меня что-то лучшее. Несмотря на увольнение, я найду новую работу. После потери я найду нужного человека. После болезни я стану сильнее. Несмотря на боль и невзгоды, Бог сделает остаток моей жизни лучшим в моей жизни. Вы открываете для меня невероятные возможности, даете мне поддержку и ресурсы, необходимые для достижения моей мечты. Мне нужно было услышать эти слова. Хоть сейчас я и чувствую себя в ловушке, я понимаю, что у Тебя есть план на мою жизнь, и ничто не может ему помешать. В этом году меня ждут замечательные вещи. Я желаю получить обильные благословения, осыпаться любовью и вестись к успеху способами, которые я даже не могу себе представить. Несмотря на то, что я терпеливо ждал определенных событий в своей жизни, я понимаю, что отсрочка – это не отрицание, а период, в течение которого вы готовите меня к невероятным вещам, которые меня ждут. Я цепляюсь за надежду, потому что знаю, что Ты превращаешь мое ожидание в настоящее чудо. Ты ответишь на мои молитвы так, как я никогда не ожидал.